Спасибо, Диана. Сегодня наступила Казанская осень. Оперный фестиваль под открытым небом на площади перед Дворцом земледельцев стал уже традицией для Дня Республики и города. В этом году Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского пригласил очень необычную солистку. Симона Кермес – немецкая певица с неофициальным титулом «Королева барокко». Среди зрителей побывала и Полина Кострицкая, которая расскажет, какой сюрприз оркестр подготовил для публики. Казанцы сегодня на площади земледельцев перенеслись на несколько веков назад. Сюрприз, который Государственный симфонический оркестр приготовил для публики, это невероятные костюмы эпохи барокко и парики. В них облачились все музыканты оркестра и, конечно же, маэстро Александр Сладковский. Такой сюрприз сразу же вызвал восторженную реакцию у публики. А придворный оркестр на всю огромную площадь исполнял музыку барокко. Я думаю, что надо к этому относиться как к шутке. Мне пришла идея в голову, если это музыка той эпохи, у нас инструменты той эпохи, и приезжает фантастическая певица, которая владеет этим стилем, то, наверное, надо как-то было и одеться соответственно этой эпохе. Но как только на сцене появилась солистка, немецкая певица Симона Кермес, барокко тут же получила современный окрас. Эту исполнительницу критики наградили титулом «Королева барокко». Я чувствую в музыке барокко такой же грув, как и в рок-н-ролле. Для меня это рок-н-ролл, это ритм. Он заставляет людей двигаться и делает людей счастливыми. Я чувствую, что эта музыка очень современна. Чтобы добиться аутентичного исполнения, музыканты оркестра во время подготовки к концерту изучали историю музыки барокко и стиль игры лучших коллективов Европы. Так что произведения Генделя, Порпоры, Монтеверди в Казани были исполнены как в XVIII веке. Кстати, струнные инструменты музыкантов оркестра – ровесники стиля барокко. Прозвучал и чембало, провансальский барабан и труба пикколо. Второе отделение концерта было уже классическим. Были исполнены сочинения Моцарта, Россини, Бернстайна, Верди. Здесь, на площади, каждый может приобщиться к шедеврам классической музыки. Полина Кострицкая, Петр Шамбазов, столица.